Алиева Залму Байсунгуровна. Родилась в далеком 1928 году в селе Байкла Лакского района, что в 9 километрах к северу от районного центра Кумуха. Она была вторым ребенком из 6 детей в семье. Мать Кабират работала в колхозе. Отец Байсангур, ослепший в результате инфекционной болезни, старался дать детям доступное в то время в горах образование. Отец мой был слепым, и я много тяжелого видела в жизни. Старше меня был брат, потом я, и еще 3 сестры и 1 брат. 4 девочки и 2 брата в общем. Отец хоть и был слепым, очень ученым был. Учился в Унчукатле, затем в Хохита, Кукни. Жили мы бедно. Меня учить некому было. Хотя я была очень сообразительная и в школе хорошо училась. И отец учил религиозным наукам, молиться научил, начальным духовным знаниям обучил. Мать же работала в поле. В пылу работы пила родниковую воду, заболела и умерла. В тот же год и отец скончался. Все пало на мои плечи, как старшей дочери. Сестер замуж я тоже выдала, и братьев женила. Этот дом купила сама, и хозяйка всего тоже я. Несмотря на тяжесть прожитых лет, Залма всегда с удовольствием вспоминает молодые годы. Работу звеневой в колхозе в довоенное время, наставление отца, заботу матери. А вот годы войны без слез вспоминать не может. И хоть ей не довелось участвовать в военных действиях, работа в тылу на строительстве оборонных сооружений стала нелегким испытанием для юной Залмы. Пришли домой вечером. Я звеньевой тогда была. Сказали, что люди сбежали с окопных работ. Тогда людей отправляли рыть окопы для фронта. Только домой зашла, поесть не успела. Пришли с канцелярии, позвали туда. Это рядом было. Пошла. С утра отправили рыть окопы. Пошли на ослах. Дошли до Буйнакска, оттуда поездом до станции Тимиргоя. Там были люди, которые не сбежали, остались. С других районов Дагестана также люди были, окопы рыли. До утра весь народ в одной комнате. На лопатах хлеб пекли, в маленьких кастрюлях пельмени варили. Вот в таком положении сидя, лечь не было возможности. Места не было, сидя спали. Дым кругом, днем ветер, пока рыли окопы, ночью дым от костра. Глаза болели. Потушить огонь холодно. Верхней одежды не было, только фуфайки. Месяц так прошел на окопах. Еда закончилась. Надо было в Буйнакск ехать за едой к нашему сельчанину на склад. Решили идти пешком. Пошли по рельсам, чтобы не заблудиться, прямо по шпалам. По ним шли, шли, шли до рассвета. 7-8 человек нас было, 3 одного возраста, я, девчонка и 2 мальчиков. Сулей и Кази Мухаммад. Шли долго, не зная дороги. По рельсам под ногами снег. Это январь месяц. Холодно. Нас предупредили, если услышим звуки поезда, чтобы с рельсов в сторону отошли. Один момент слышим чах-чах, звук такой. Бросились в сторону. А там яма была сливная, полная воды.
Вылезли мокрые, плачем. А куда деваться? Идти надо, а то замерзнем. К утру вышли. Что-то вроде фермы. Комбайны стоят. Сеялки и прочие деревянные решетки были, типа штакетника. Зашли туда. Там милиционер был. Охранял, видимо. Спросили у него, что это за место. Буйнакск, говорит. Там же за забором улеглись спать в повалу от усталости, как были мокрые. Спали долго, холодно. Потом он разбудил нас. Уже утро, говорит. Идите, куда шли. Дошли до склада Бахиклинского колхоза. Там посушили одежду, согрелись. Нам по 4 кило пшеничной крупы дали. С Лакского района 2 женщины приехали на 2 телегах за нами в Буйнакск. Нам с ними немного еды отправили с дома. Хлеб, мясо, сыр. А у женщин, что с нами, ничего не было. Видимо, очень бедно жили. Они с крупы хлеб испекли и поели. По дороге животы заболели. Их на повозки положили, сами пешком. Вы, наверное, и не знаете. Под горой там одно кафе раньше было. Им суп взяли, чтобы они жидкое поели, боль в животе уменьшить. 1-2 ложки поели, в супе червя увидели с палец толщиной. Вылили суп, поехали дальше. Доехали до села Урма, переночевали, добрались до дома. Мать покойная, да смилуется над ней Аллах, мою одежду стряхивать стала. Во дворе над костром вши сыпались, и звук такой пак-пак-пак. Вся одежда полная вшей была. Чтобы на семью в дом не перешли, мать во дворе над костром все стряхнула и почистила. Столько всего видела я, рассказать времени не хватит. На смену тяжелым военным пришли не менее трудные послевоенные годы. Более половины мужчин, ушедших на фронт, так и не вернулись в родное село, отдав свои жизни за родину. А среди тех, кто вернулся, были инвалиды. И опять большую часть забот по строительству новой послевоенной жизни легли на женщин села Байкла. И, конечно, смышленная хрупкая Залма не стала исключением. Мне 17 лет было. Мне 2 бычков дали. И все, что для пашни надо, дали. Но у меня не получалось. Я плакать стала. Старший подошел к председателю. У нее не получается, сказал. Получится, ты помоги ей, сказал председатель. Старалась, начало получаться. Очень много гектаров вспахала. Мне 17 лет было. Учиться не получалось. Жили бедно. Всего 3 класса еще не закончила, звеньевой поставили. Сама писала, как умела, научилась. Самой писать трудно. Потихоньку научилась. Смышленая была. Потом заведующей фермой поставили. Тогда я в правление пошла. Говорю, у меня не получится. У меня знаний нет, всего 3 класса закончила. Получится. Мы поможем.
Работала понемногу, отчеты делала, научилась и этому. В течение 26 лет районным депутатом была, также депутатом Народного совета. Около 3 лет заведующей фермой была. 2-3 года складом заведовала. И дояркой, и в поле трудилась, и звеньевой работала. На наш вопрос, что помогало в трудные времена и давало силу, Залма с присущей ей твердостью отвечала: то, чему научил ее отец – религии. Как бы тяжело ни приходилось, я всегда поминала Аллаха. Бывало, пропускала молитвы из-за работы. Меня это тяготило, но я всегда возмещала. Вот так и прошла жизнь, за которую Залма Байсунгуровна отмечена множеством благодарностей, наград, отличительных знаков, счет которых она давно уже потеряла. До 45 лет где только не работала. И в поле окопы рыла, и в горах трудилась. Многое повидала. Но намаз не оставляла. Пропускала иногда по причине, но полностью не оставляла. В 45 лет переехала в Махачкалу. Ни один намаз, ни один пост не пропустила. И сейчас молюсь. И посты все до единого держу. Мои ровесники давно умерли. Из-за того, что крепко придерживаюсь религии, Аллах дал мне столько лет жизни. Мне 93-й год пошел, потому что ислам соблюдаю. В молитве на колени тяжело опускаться. Подушку кладу. В таком виде молюсь. В вере я много для себя нашла. Я думала, что после стольких трудностей я долго не проживу. Но, как видите, жива до сих пор. Религия — это хорошо. Нас Аллах создал. Пропитание тоже от Него. И смерть от Него. И спрошены мы будем. Им тоже. В свои 92 года Залма бодра и полна забот. Помимо своей семьи, она помогает учащимся мадресе, складывая свои небольшие пенсионные сбережения, а также возведению и реставрации мечетей, выпуску духовно-просветительных изданий на родном языке, и, конечно, она не могла остаться в стороне от поистине народной стройки центра пророка Исы мир ему между Махачкалой и Каспийском. Сколько вам лет? 92 будет. 92 года. С какого района вы? Лакинский район. Село? Село Багикла. Вы решили прийти на стройку, помочь этой стройке. Почему? Меня слышали и здесь, между Каспийском, между Махачкала. делает. Я решила 10 тысяч давать помочь. А почему вы решили дать деньги? Эти 10 тысяч, они же вам тоже нужны. Меня есть. Я ветеран труда, ветеран войны. Мне дали 50 тысяч помочь. Один. Знаешь, я решила отсюда 10 тысяч сюда давать помочь. Но меня, ты думаешь, здесь не скажет, зачем это тебе не скажет, зачем дают бедным домам. Я говорю, это мое дело. И сколько людей будет ходить, намаз делает. Это тоже нам кирит. Дай Аллах всем здоровье, который это устроит, думает. Счастливой жизни. Я Рабби Аллах, зубку фантазия, только себе думаю. Сколько бандов. А нашему тоже скажу. Пусть Аллах Кабул сделает. В хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, переданного от Тирмизи, говорится: Аллах помогает своему рабу, пока тот помогает своему брату по вере. Мы же, в свою очередь, от всего сердца хотим пожелать Залме Байсунгуровне крепкого здоровья и дай ей Аллах столько лет жизни, сколько она пожелает. А нам, молодым, пусть весь ее жизненный путь станет примером стойкости, трудолюбия и веры. И да поможет нам всем Аллах. Аминь. Rabiul awal zurul atneki uchinin itniki hevi unnu dunia chanda hundi chopol sa per chaturar adlu divan poch hundi mishavikais satakhtru vakra qattali bahare muqtal dalar dus kisla per chehna alqara
هبيبنا الهايبتين داني بقشين بوردي صراحة كل لغبايمي ميلي شو باش منهوري نيتي الهبيب ومخلقون دان ساير زاكير بوان كأبالو نور ذلل بيرق ذرنا البيشون دي